Как пояснили в республике, принятие концепции будет способствовать достижению положительного социально-экономического эффекта для коренного населения арктических и северных территорий республики и страны, легализации внутреннего и экспортного оборота мамонтовой фауны, а также созданию в республике Международного центра изучения, хранения, экспонирования мамонтовой фауны. В рамках изучения мамонтовой фауны будет сформирован Всемирный центр мамонта. Он объединит два структурных подразделения – криохранилище мамонтовой фауны и музейно-выставочный комплекс мамонтовой фауны. Да, концепция утверждена распоряжением главы в августе этого года. Мы предусматриваем, что в результате реализации концепции в республике Саха, конкретно в Якутске, скорее всего, будет создана торговая площадка, которая будет проводить аукционы, международные в первую очередь аукционы, и на этих аукционах будет торговаться бивень мамонта. Республиканские власти намерены создать торгово-производственный комплекс, обеспечивающий функционирование рынка мамонтового бивня путем организации местного косторезного производства и введения системы экспорта по прямым договорам с соответствующим выходом на международный рынок. На аукцион могут прийти не только китайские бизнесмены, могут прийти корейцы, вьетнамцы, Индия заинтересована, европейские страны проявляют интерес к бивням мамонтов. Поэтому цена, мы ожидаем, что цена таких же лотов, как сейчас идут на прямых договорах, будет вырастет. Сюда же мы стремимся привлечь все надзорные ведомства, которые дают разрешение на вывоз, на экспорт бивня мамонта за границу. Потенциал мамонтового бивня в крупнейшей на земле северо-якутской костеносной провинции оценивается примерно в 500 тысяч тонн. Около 90% бивня экспортируется в страны Азии. Арсен Степанов, Аня Васильева. Новый день.